Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Якутия примет участие в международной выставке форуме «Россия». Выставка с участием всех регионов страны пройдет в Москве с 4 ноября этого года по 12 апреля следующего года. Как будет представлен на международном форуме наш регион? Гость студии сегодня Андрей Федотов, постоянный представитель республики при президенте Российской Федерации, первый заместитель председателя правительства Якутии. Андрей Сандаминович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Вот в чем будет заключаться уникальность нашей экспозиции, которую Якутия представит на международной выставке ярмарки «Россия»? Ну, уникальность, вы сами сейчас сказали, своей продолжительностью. 5 месяцев непрерывной работы этой выставки форума «Россия». Проводится он по указу президента, и уже началась активная работа. Уникальность в том, что в этой выставке примут участие все без исключения регионы нашей страны, включая и новые западные регионы. Также эта выставка уникальна тем, что все крупные предприятия, значит, федеральные органы, ведомства тоже будут участвовать, иметь свои экспозиции. Это такой, знаете, просто набор, калейдоскоп всей жизни страны в течение 5 месяцев. Очень интересное мероприятие. Вот в каких сферах Якутия планирует показать себя, что в такое продолжительное время тем более? Но Якутия будет представлена очень, на мой взгляд, с интересной точки зрения. Мы хотим это показать как такую добрую сказку о нашей жизни через наш эпос Олонхо «Прошлое, настоящее, будущее». Якутия является хранителем кода будущего и хранителем всех традиций прошлого, собственно говоря, на чем и держится настоящее. Вот через призму традиций, через призму эпоса Олонхо мы хотим передать и триединство всей нашей истории, и в то же время ту энергию, которая в этом заложена, которая обеспечивает, собственно говоря, будущее наше. В основном выставка будет о 6 годах жизни нашей страны и как за эти 6 лет изменилась наша республика. А изменений и в стране, и в нашей республике много, вы это сами знаете. Ну, республика будет представлена во всех направлениях, да, вот в культурной, деловой программе, ярмарке достижений. Вот какая на сегодня работа проводится по подготовке к такому масштабному мероприятию? Ну, подготовка началась уже давно, в конце весны. Все регионы, министерства, ведомства, предприятия уже представили свои концепции, своих экспозиций. Надо сказать, что мы тоже участвовали и попали в топ-15 и среди регионов. Наша концепция вызвала очень большой интерес. Конечно, когда мы сказали о том, что мы хотим представить нашу республику как сказка, как сказочная страна, в которой быль становится явью, в которой реализуются любые сказочные наши мечты, и это на самом деле в жизни подтверждается. Если посмотреть вот глубоко и пошире на нашу историю, то из царства вечной мерзлоты мы превращаемся сегодня в такую Кремниевую долину, если можно выразиться, в такой центр новых мыслей, идей, креативности. И, конечно, мы устремлены в будущее, и которое связано и с новыми видами нашего транспорта, наших дорог, нашего Ленского моста, который, безусловно, будет построен, абсолютно нового образа Арктики, который сегодня преображается на глазах. То есть мы хотим показать, что сегодня в республике сделано все для того, чтобы обеспечить устойчивое будущее. Вот кто может принять участие в таком крупном форуме? Какие, может быть, компании от Якутии уже заявлены?
Конечно, экспозиция наша будет работать каждый день на протяжении всех этих 5 месяцев. И мы планируем, что примет участие почти все районы наши, улусы, города, многие наши крупные предприятия, общественники, спортсмены, общественные организации и, ну, естественно, министерство, ведомства. Арсений Сергеевич Николаев, глава нашей республики, принял решение о создании оргкомитета, который возглавил сам, и уже проведено несколько заседаний. Сегодня уже началась такая практическая подготовка к тому, что будет происходить. Выставка, она не будет такой статичной, да, поскольку 5 месяцев, и, конечно, она будет все время динамично соответствовать текущему моменту, датам историческим, определенным этапам, где мы будем показывать, ну, это открытие в День единства, да, закрытие в День космонавтики. Это большие праздники для нашей страны, и за этот период мы должны показать, как живет страна, как она планирует свое будущее, что сегодня есть. Сегодня Россия же очень многих удивляет, не только у нас, но и за рубежом. Очень многие думали, что те санкции, которые наложены на страну, что они приведут нас всех в уныние. А это оказалось, наоборот, добрым удобрением и показало просто, насколько мы сильны и в экономике, и во всех других сферах. И поэтому сегодня уже пошли процессы к тому, что мощь и величие нашей державы – это один из определяющих факторов вообще мирового развития. А вот если говорить об ожиданиях, да, от самой выставки, да, то есть вы сказали о том, что будет представлен, да, может быть, и IT-сектор наш, да, может быть, и туристический потенциал, то есть, может быть, Конечно. приток клиентов, да, какое-то ожидание, турпоток. Вообще выставка, она во многом ориентирована на молодежь. Поскольку именно с ней связано будущее, именно сегодня оно определяет направление, пути развития. И, конечно, многое будет построено на выставке для того, чтобы и школьная учащаяся молодежь, и молодые специалисты, ученые приходили на выставку и видели все многообразие страны, где себя можно применить. Конечно, мы будем показывать и туристический потенциал. Он очень развивается. Якутия сегодня становится интересна и в туристическом направлении, но известный наш полюс холода, значит, известные Ленские столбы, значит, и так далее, они уже привлекают. И мы планируем и конкурсы организовать на возможность поехать к нам. Ну а вообще максимально мы ставим задачу, что человек должен прийти, удивиться, чтобы его наполнила гордость и за нашу республику, и за нашу страну в целом. И он пришел, он захотел бы всю свою жизнь связать именно со страной и, конечно, с нашей Якутией. Это максимальная задача, которая ставится перед нами, и я думаю, она будет успешно выполнена. Мы хотели бы, чтобы весь поток, который и туристических, и деловых поездок, и просто личных поездок, обязательно в эти месяцы коснулся ВДНХ. Это уникальнейшая будет выставка, которой не было в стране никогда. И люди, любой, кто придет на ВДНХ, он увидит очень много интересного. Я всех приглашаю. Вот каковы условия участия в выставке форуме России? Что-то нужно обязательно представить или менять экспозицию обязательно? Но таких жестких прямо условий нет. Каждому дана творческая свобода. Мы присутствовали на презентации всех регионов и крупных компаний нашей страны. Все очень отличаются, все очень интересны. Ну а то, что мы попали в топ-15, это говорит о том, что у нас действительно креативный. В очередной раз доказывает, что мы регион очень интересный, очень творческий. Теперь надо все это реализовать. Планка поднята высоко. Конечно, мы будем постоянно
не то что менять, но такая живая выставка должна быть. Каждый день, каждая неделя будут расписаны. Они будут посвящены календарным праздникам. Они будут посвящены, будет как раз Новый год, Рождество, будет День защитника Отечества. Ну и завершаться будет 12 апреля, День космонавтики. Это наше все, как говорится. Ну, не секрет, что у нас народ инициативный, да, вот если вдруг кто-то нас увидит, да, сейчас по телевидению, и появится идея, например, что-то интересное показать, может ли куда-то человек обратиться с идеей, да, например, или какие-то творческие коллективы, может быть, да, или муниципалитет, или наследие, например, могут куда-то обратиться? Это будет даже приветствоваться. Мы хотели бы, чтобы общественность вся принимала участие в подготовительном и периоде, и во время выставки. Ну, например, мы хотели бы, чтобы послы доброй воли от нашей экспозиции были избраны всенародным голосованием, чтобы это были самые яркие и самые достойные люди нашей республики, которые могут представить нас. Мы хотели бы, чтобы среди экскурсоводов в целом выставки, конкурс на который будет в ближайшее время объявлен, были и представители нашей республики. Мы тоже открытым способом будем выбирать тех, кто будет работать на нашем стенде и представлять его. Конечно, мы запланировали в том числе и такие интересные вещи, как хотелось бы такой традиционный алгы с молодоженом тоже провести на ВДНХ. На ВДНХ будет открыта специальная ЗАГС московский, где можно будет официально зарегистрировать новую семью. И мы вместе с ЗАГСом Республики начинаем работу. Ну, такой это, наверное, не конкурс, это такое предложение молодоженам, которые планируют создать семью. Значит, вот в период работы выставки сделать это на ВДНХ, прямо в центре страны, на глазах у всей страны. Это приветствуется, и мы обязательно это проведем. Конечно, многие мероприятия, которые будут проходить в республике, они будут, финалисты будут иметь возможность приехать в Москву и стать участниками выставки каких-то его мероприятий. Театральные коллективы, безусловно, подавляющее большинство за эти 5 месяцев будут иметь возможность выступить на всех площадках, не только на нашей экспозиции, на всех площадках. Мы думаем, что вот даже наше мероприятие традиционное, зима начинается с Якутии 1 декабря, оно станет еще более всероссийским, потому что когда будет елка зажжена у нас здесь, в Якутске, то мы организуем телемост с Москвой, а в Москве соберутся все Дед Морозы всех остальных регионов, у каждого свой Дедушка Мороз, значит, и это будет действительно такое всероссийское масштабное телешоу, когда якутская елка станет в центре страны, а потом она постепенно к Новому году, значит, переместится в Москву, в столицу нашу. Ну, вот такого рода участие и инициация больших всероссийских мероприятий, ну, например, конкурс в органной музыке мы хотим организовать, там, гастрономический фестиваль народов Арктики и так далее. Ну что ж, Андрей Сандоминович, действительно очень масштабное, серьезное мероприятие. Желаем вам, конечно же, успешной подготовки, успешного его проведения. Но, конечно же, очень будем рады посетить и испытать, как говорится, лишний раз гордость за нашу республику. Спасибо большое и за нашу страну, и за наше будущее. Мы живем действительно в очень хорошей, красивой, счастливой стране. И хотелось бы, значит, пожелать всем обязательно приехать в ВДНХ и посмотреть, и еще раз убедиться в том, что лучшей страны и лучшей республики у нас нет. Спасибо большое. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.